Всем привет! Привет с нашей родной деревни. Выезжаем на вторую проверку, и сегодня она будет только одна. Потому что проверили мы утром. Как я и вам на реке говорил, холодно, где-то около минус 5 градусов. Так оно и было. Смотрите, несмотря на то, что солнце, я одет по-зимнему. Температура где-то от силы +1, +2. На солнце вроде бы немножко греет, в тени очень и очень холодно. Тюльпаны хоть и проклюнулись, но ни хрена не растут, потому что им нужно тепло. А их каждую... Вот здесь даже бутончик небольшой появился. Их каждую ночь давит морозом. Удивительно, как они вообще не замерзли. В общем, сегодня у нас только одна проверка. Вечерней проверки не будет, потому что надо выезжать в поселок. Появился номерок к зубному в 6 часов вечера. И нельзя упускать такую возможность. Так, что у нас с черемухой на 13 на 30 вернее мая? Вот листочки проклюнулись, бутончики набухают. Скоро пойдет зелень. Скоро пойдет зелень. Ну и на выходных ожидается теплая погода, и скорее всего, наверное, они на следующей неделе у нас зацветут. Ну все, погнали. Сегодня по плану у нас до проверки продольников закинуть ловушки на живцов, потому что, как вчера рыбалка показала, червей, ерши и остальная мелочевка уже начинают долбить. Потому что прошло 3 часа после того, как я закинул продольники, и уже ни одного живца целого не было. Червей всех уже раздербанили. Малек есть малек, он, думаю, будет работать лучше. Надо искать живца и ловить на живца. Погнали. Так, что у нас с уровнем воды? Вот вчера я здесь поставил метку вечером. И за полдня, грубо говоря, меньше суток прошло. Вода упала, вот, примерно сантиметров на 5. Передвигаем метку. Ставим вот возле этого тросика. Вот так вот поставим. Вот так вот. И проверим. С одной стороны, это неплохо. Потому что если будет резкий подъем воды, надо будет поднимать продольники. Но с другой стороны, это что-то с чем-то. Вот максимальный уровень воды не дошел. 2 метра меньше было в этом году воды, чем обычно. Все. Погнали на проверочку. Нет, сначала съездим за мальками, посмотрим, как там вода. Если есть мальки, если есть вода, закинем ловушки. И потом уже поедем на проверочку. Да, сей год вода маленькая. Если помните, прошлый год мы здесь заезжали еще на лодке. Вода еще очень большая. Ну просто очень большая. Нет даже берегов. Так, и что мы видим? О, малька дофига. В общем, не отходя от кассы, прямо здесь, вот, видите, да, сколько здесь гальяна.
Вот оно. Блин, надо было сачок взять. Подсак. Не подсак, а сачок для мальков. Ну ладно, сейчас попробуем поставить вот такие вот ловушки, раколовки. И по идее малек должен залезть туда. Если получится, то уже прямо сегодня мы закинем на свеженьких живцов. Прошлый год мы, если помните, вот там вот бродили по самые помидоры в воде. Так вот достаем раколовку. А так вот. Без прикормки, без ничего. Узлом завязываем, где должна быть прикормка. Так. Вот так вот натягиваем. Вот так вот. И раз. И в принципе готово. Палочку, выручалочку. Благо рубить не надо. Народ уже профиля порубил там. Потом, если что, еще схожу. Блин. Крепко держится. Так. Ну и для жесткости, скажем, вот так вот хватит этого. Вполне достаточно. Все. Берем раколовку. Делаем петлю. Вот так. И сейчас будем ловить малька. Конечно, с прикормкой было бы интереснее. Но попробуем поймать его так, на дурнину. Как говорится, на халяву. Вот по идее он сюда, они должны сейчас подойти сами. Вот так вот кидаем. Раз. Так вот. Течения здесь нету. Все. Раколовка на месте. Так, чуть-чуть ближе к берегу. Вот так вот. Вот так вот. Ага. И вот так вот как раз вот. Все. И по идее сейчас мальки должны подойти сами. Сейчас посмотрим. Не подходят. Ну ладно, они боятся просто меня, я здесь сверкаю. Закину сюда вторую раколовку. И пойдем дальше туда. Открытое место, туда еще пару раколовок закинем. Я так думаю, пока мы ходим там, здесь уже должно что-то быть. Даже без прикормки. Сейчас мы это проверим. Так, вот закидываю очередную ловушку. Шестую, наверное. И сейчас мы посмотрим. Блин. Будет ли, не будет, не знаю. Но был бы сачок, они бы уже влетели. Вон, вижу их очень много. Ладно. Оставляем все. Вот там еще осталось. Малька много. Если сейчас не залезут они в пустые ловушки, то принесу комбикорм, и тогда они не должны будут обязаны. Конечно, я не думал, что здесь вода такая маленькая уже. Так бы, конечно, взял сачок. Вот они.
Очень много их ходят туда-сюда. Кто еще не в курсе, это не молоть рыбы, это гальян речной. Их здесь миллиарды. Это кормовая база всей хищной рыбы. Я уже не раз говорил, но кто недавно на канале, может быть, еще не в курсе. И вот классическая новая ловушка у меня сделал в начале зимы. Всю зиму простояла она на ручье. Весной уже сходил, отдолбил, достал. И вот закинем мы ее туда. Вообще без прикормки. На дурнину, так сказать. Малька здесь достаточно. Ходят они и туда, и сюда. Так что вот так вот сейчас закинем. Авось. Вот так вот кустики. Раз. Раз. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ловись, рыбка. Малая и велика. Надеюсь, до завтра резкого подъема воды не будет. Ну, если даже и будет, если даже утоплю, отсюда оно никуда не уйдет, вода упадет, и мы их найдем. Так, ловушки закинул. Без прикормки, конечно, на дурнину, но главное закинул. Сейчас посмотрим. Одну ловушку специально проверим, которую закинул. Так, сколько у нас получилось? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ловушек с пластиковой. Вон. Вижу, вон малек прямо возле ловушки. Огромное количество малька. Я так думаю, наверное, даже немного должно зайти. Ладно, не будем мешать, сходим за ведром и проверим вот эти 4 ловушки. Хоть немного живцов, но я так думаю, поймать должны. Так, ну что, прошло около 5 минут, как мы закинули вот эти первые ловушки. Видим, малек подошел сюда. Залез ли он в ловушку? Сейчас мы это проверим. Одного точно вижу. Один. На дурнину лезть не хотят. Один живец, это тоже живец. Небольшой. Я так думаю, немножко все равно залезть должны. Даже есть без прикормки. А потом завтра принесу прикормку, и я так думаю, все будет как надо. Так. Ну и все. Больше пока никто лезть не захотел. Ладно. Здесь что? Никого. Ладно, я так думаю, остатки старого комбикорма там высохшего есть. Все равно немного дадут запах. И на следующей проверке у нас уже живцы в ловушках будут. Все, не будем терять времени. Его и так мало. Погнали на проверочку. Так, первый продольник.
Приготовим сачок на всякий случай. А вдруг? А вдруг, скажи, а вдруг? Ну, здесь место так себе. Тиховод. Червя, скорее всего, обглодали мальки. Вон, или ерши. Ерша я уже вижу. Опа, опа, опа. Ерш ершиком. А там есть язёк. Есть язёк. Опа. Иди сюда, есть второй. Второй. Хороший. И еще один ерш. 2 язя, 2 ерша. Отлично. Отлично, Янскадан. О, червей даже выспал. Так. Ну. Поздно каяться. Так. Так, сделаем. Ну вот, хорошее начало. Первый продольник, 2 язя. Два язя и 2 ерша. Ерша она тоже, конечно, хорошо, но ерша можно потом будет и на удочку, если что, наловить. А вот язя на удочку уже не поймаешь. Можно, конечно, поймать, но это уже случайность. А так вот они. Маленькие, сопливые, но до ужаса вкусные. Все, наживляем, отпускаем. Так, ну вот. Второй продольник. Так, натяжечка есть. Хорошая натяжка. Похоже на налима. Опа. 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 Один ушел. Один язь ушел. Сейчас второй уйдет. Второй не ушел. Это не налим. Там просто язей много. Так, тут спешка ни к чему. Суета тоже. Что наше, то не уйдет. Вот так, раз. И следом второй. Хороший язь. Вот так вот 2. Ну вот, из 4 3 взяли. Натяжка была охренительная. Я подумал, что это налим, а это вот такие вот красавцы язи. Вот они. Янскадан. Значит, один был не мой, если ушел. А 3 моих. Подсак, конечно, хорошо, но вот так вот все путается. Тоже. А на дурнину тащить очень большой процент схода. Ну вот, Янскадан второй хорошо сработал. Несмотря на то, что около 12 часов мы его не проверяли. Что мое, то дождалось. Все, наживляем, отпускаем. Смотрим дальше. Опа, вижу язя. Вижу язя, вижу язя. Упускать его нельзя. Запутал. Запутал, собака серая.
вокруг груза. Хулиганчик. Хулиганчик. Полезай в кузовок. И там вроде бы еще один есть. Да, еще один небольшой озёк. Раз. Раз и на матрас. Ну вот, еще плюс 2 озёчка. Сошел. Ну уже в сачке. Сейчас будут некоторые умники писать: это не сачок, это подсак. Да пофиг. Сачок, он и в Африке сачок. Может быть, правильно называть подсак, но мне удобнее говорить сачок. Так что я его буду называть сачком. Сачком бабочек ловят, сейчас умники будут писать. Как хочу, так и говорю. Вот так вот. Так, что у нас на этом продольнике? Опа. А на этом продольнике у нас походу есть язёк. Да, вижу. Вижу. Раз. Здесь один. И то хорошо. Один тоже хорошо. Как раз на консервы. Давно не делали консервы. Крупного язя будем солить, а мелкого оставим на консервы. Опа. Это что там такое? Это что там? Это язь. Но походу он не один там, потому что натяжка хорошая. 2 язя подряд там. Ладно. Пробуем. Один на месте. Один на месте. Второй на месте. Оба два. Оба два молодца. Одинаковых слорца. Младенца, да. Вот такие вот середнячки. Язечки. Красавцы. А этот уже получше будет он. О! Золотые мои язечки. Плавнички красные. Красивые они вообще. Не знаю, почему народ язя не любит. Язь кормилец. Хоть и он хищник, хоть и он уничтожает все живое, но его много, и он ловится. И он вкусный. Надо только уметь готовить. Так, натяжка. Ух ты, бляха, под мотором. Собака серая. Ой, где ты, бляха? Подняла против течения по центру язь. Хулиган. Хулиган, как кораблик гуляет, блин. Ну. Какой ты буйный, блядь.
Наверное, жить хочешь. Врешь, не уйдешь. Некоторые спокойно идут, а некоторые, особенно солнечную погоду, видят и лодку, и сачок. И так и норовят убежать. Но не тут-то было. Полезай в кузовок, Янскадан. Еще +1. Многие говорят, ну, спрашивают, что я на конец вешаю. Но ничего не вешаю на конец. Вот. На конец вешаю поводок с крючком. И, как правило, он пустым не бывает. Многие говорят, вот мы баночку, бутылочку с водой вешаем. Кто-то веточку, кто-то ветку ели. Пройденный этап, пробовали все. Продольник закручивает, хорошего ничего нету. Натяжки хватает, а самый продуктивный, как правило, последний крючок. Так что зачем нам вешать всякую хрень, когда на последний крючок ловится рыба? Дополнительно вешаем крючок на поводке. Так, что-то есть, что-то вроде бы есть. Сошел, что ли? Здесь на первом крючке кто-то был и ушел. На первом и походу на последнем что-то там идет. Да, на последнем еще язык. Раз. Один ушел, один пришел. Янскадан. Как-то вот так. Что-то дергает небольшое. Вроде бы хорюзок. Нет подвязок. Дадим ему шанс, которым он не воспользовался. Пойдешь на консервы. На консервы чем меньше язь, тем лучше. Больше в банку влезает. Кто-то дергает. Кто-то дергает, что-то есть. Ага, запутал. Все запутал у нас опять кто-то. Кто-то что-то. Кто-то что-то у нас все запутал опять. Есть еще, нет? Вот кто у нас запутал все. Хулиганчик. Хулиганчик. Вот такой вот язь. О, брюхатый какой. С икрой. С икрой и все. И больше никого. И на том спасибо. Так, здесь у нас походу что-то есть. Или показалось, или бутылочка клевала у меня. Как бы пару раз дернула, когда подъезжал.
Может быть, и показалось. Что-то есть небольшое, но это не дергает. Это на такой дали навряд ли смог дернуть. Раз. Ох, хороший красавец. Еще плюс язычек. И опять на последнем крючке. Ну вот что я вам и говорил. Самый продуктивный последний крючок. Видать, его удобнее брать, что ли. Ну вот. Улов растет, Янскадан. Ох, еще ёршик. А, ерша я этого наживлял. Да, попался ёрш, я его наживил. Налима, видать, походу нет. Ничего, подождем твою маму. Так, запомнить надо эту бутылку. Большая кружка, крепкая. Будем ждать налима здесь. Опять под мотор. Ёшкин кот, ёшкин кот. Ёшкин кот. А там что-то есть. А там что-то есть. А там что-то дергает. Ух, там. Да там не один. Там их двое. Так, один на месте. Один в сачке. Ух, там их трое. Все, будем давать шанс каждому. Второй, третий. 3 штуки. Все на месте. Раз. 2. И 3. Все дошли, все на месте, все молодцы. Всем спасибо за участие. Вы справились. Вы справились с этой задачей. Язёхи. Язята. Язище. Вы это сделали. Молодцы. Янскадан. Опачки. Так, что у нас? Натяжечка есть. Вижу язя. Вижу язя, вижу. Иди ко мне, мой сладкий сахар. И там еще натяжка есть. И там еще натяжка есть. И там еще натяжка есть. Иди ко мне, мой сладкий сахар. А так вот, Янскадан. Еще плюс 2 язычка. Отлично. Тихо, будь. Вот так вот. Вот так вот. Молодцы. Ну, это что-то мне уже напоминает. В прошлом году примерно было так же. Ведерочка уже есть. Это ведро у нас 20-ка.
Значит, 10-литровое ведро было бы уже полное. Вот это мне уже нравится. Янцкадан. Опачки! Чуть не убежала. Чуть бы не убежала. Так, мотор туда. Так. Что-то вроде бы идет. Натяжечка есть. Что там? Что там? Язёчек. Язёчек. Язёчек ушел. Ушел один язь. Второй маленький остался. Один ушел. Полезай в кузовок. Сколько сегодня? Два? Два язя точно ушло, если не три. Ай, прибило к берегу. Сюда на разливе можно сеточку поставить, но здесь, наверное, по-любому стоят уже. Ладно, время будет, гляну, если место где есть, может быть, сеточку закинем. Опачки. Вот этот продольник, по идее, надо переставить. Он не на месте. Берег заканчивается, здесь уже течение. И его засыпает. В общем, если сейчас здесь пусто, рыбы нет, вон груз засыпало песком. Если долго не проверять, его может вообще капитально засыпать. В общем, сейчас, если пусто, то мы берем и переставляем его. Поднимем повыше. Ну, давай, выравнивай, 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 быстрее. Последний продольничек. Ёршик. Ёршик. Вот его бы на большой крючок куда-нибудь было бы неплохо, конечно. Пусто. Пусто было вчера, пусто сегодня. Надо переставлять. Вон второй ёрш. О, утки. 4 утки. На севере еще, скорее всего, лед стоит. Утки до хрена на реке у нас. 2 ерша. Все, переставляем. Переставляем этот продольник. На сегодня все. Улов радует глаз. Ведерочка мы. Ну, это 20-ка, 10-литровая ведерочка. Полная мы поймали. И это здорово. Янцкадан. Погода супер. Прохладно, не жарко. Большого ветра нету. Вода падает. Рыба ловится. Нормально. Скоро лето. Через 2 дня лето. Если такими темпами будет падать вода, то скоро можно будет и спиннинг доставать. Но это другая история. Пока ловится рыба на продольнике, мы ее будем ловить. Так что надолго не прощаемся. Скоро увидимся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Не забывайте про дзен. Знаете, просмотры на дзене приносят Коми Рыбаку копеечку. Всем пока.